Семипалатинский ядерный полигон располагался в 50 километрах от города Курчатов и в 130 от Семипалатинска. Он занимал территории сразу в 3 областях – Семипалатинской, а также частично в Карагандинской и Павлодарской. Это опытное поле, внутри него располагались испытательные площадки. В центральной части полигона позже появились и площадки для взрывов в скважинах. Это площадка Балапан на востоке, на западе площадка Сары-Узень, на юге площадка Дигелен, а также площадки Мыржик, Актанберлик и Телькем. Первый взрыв на Семипалатинском ядерном полигоне прогремел 29 августа 1949 года. На башне заложили первую советскую ядерную бомбу – РДС-1. На Западе ее назвали Джо-1 по имени Иосифа Сталина. Мощность первого взрыва составила 22 килотонны. Столько же было в плутониевой бомбе, сброшенной американскими военными на Нагасаки. Во время испытаний на различном удалении от эпицентра устанавливали военную технику, артиллерийские орудия, танки, самолеты, автомобили и бронемашины. В убежищах взрыва ожидали подопытные животные, на которых были надеты измерительные датчики. Поодаль располагался специально построенный город. Жилые трехэтажные дома, промышленные предприятия, железнодорожные и автомобильные мосты, а также отрезок подземного метро, точная копия московского. По полю были расставлены чучела, одетые в военную форму, и ящики с продовольствием для того, чтобы исследовать влияние радиации на пищу. В 1953 году на опытном поле испытали первую в мире компактную водородную бомбу, получившую прозвище «Слойка Сахарова». От этого взрыва кирпичные здания в радиусе 4 километров были полностью уничтожены, а целый железнодорожный мост длиной в 1000 метров превратился в груду металлолома. В 1955 году на полигоне состоялось крупнейшее испытание – взрыв термоядерной бомбы. Взрывная волна выбила стекла в домах в радиусе до 200 километров от эпицентра. От обвалов крыш и осколочных ранений пострадали жители Семипалатинска и многих аулов вокруг полигона. Всего на Семипалатинском полигоне было произведено больше 476 ядерных испытаний общей мощностью свыше 50 мегатонн. Это 2500 взрывов в Хиросиме. Радиоактивные осадки распространялись на территории 304 тысяч квадратных километров. На этой территории проживало более 1 700 000 человек. Официально пострадавшими от испытаний на Семипалатинском полигоне считаются жители большинства районов Восточно-Казахстанской области, а также отдельных районов Павлодарской и Карагандинской областей. Кроме Семипалатинского полигона в Казахстане существовали и другие, а в разных точках страны также происходили ядерные взрывы. Испытания на полигонах шли с 1957 по 1987 годы. Они затронули несколько регионов страны: Атыраускую, Мангистаускую, Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую, Акмолинскую, Карагандинскую, Кызылординскую и Туркестанскую области.